Каждый день едешь на работу и не знаешь, какой тебе пост дадут, каких людей встретишь, хороших или добрых, или с которыми придется вступать в силовой контакт. Просто работа у меня такая, патрулирование. Мы находимся вот на разных станциях, отвечаем на работы, которые поступают через 911. 85? 85. Требуется помощь наших. Когда 85 слышишь, сердце останавливается. Shots fired. Стреляет. Я говорю, пятница вечер. То есть пистолеты не только у нас, тоже у ребят есть оружие. Right now. I need to see somebody right now. ID. I'm going to the show. My name is Dr. Stat. I don't have ID. Ain't nobody see nothing or nothing. Да, эти карманники, воры, карманники. Один сам ворует, а второй это как, ну, прикрывает его. Потому что люди спят в метро, лежат, становятся беззащитными. В этот момент много чего с ними может случиться, особенно в такое время суток. То есть грабежи могут залезть в карман, а может еще что-то хуже случиться. То есть это в первую очередь для безопасности людей. Я приехал, мне было 20 лет, я был на 3-м курсе. Ну, сначала пошел в магазин, эти видеокассеты в аренду там давал, неделю проработал. Потом на парковку устроился, машины парковал, там год поработал. Попробовал себя в ресторане, работал в ресторане «Баку». Потом пошел в Дельту в авиакомпанию. В авиакомпании работал. Да, я с 2005 года как бы для поддержания штанов отправлял машины в Казахстан. Продавали. Хорошо зарабатывали, да. Ребята все мои заработали, сам заработал. Да. Потом академия. Академию тоже не все заканчивают. То есть академия довольно сложная. Конечно, отбор же идет. И первоначально из количества аппликантов они выбирают там с чистой историей, которые нигде никогда не светились. И когда уже вот из этой массы, из 15 человек, один проходит. Разные люди бывают. Бывает, кто боится. Без страха, конечно, подчиняться никто не будет. Но и уважение тоже есть. Такой ненависти особо я не видел, чтобы прям с ненавистью кто-то смотрел. Могут показать люди, что им не нравишься, ты не нравится, что ты в форме стоишь там. Но в основном масса понимает, что ты стоишь для их безопасности. Kazakhstan and Russia, in the Eurasia. It used to be Soviet Union. Now, like, used to be 15 countries. Now, they all got independent. So now Kazakhstan is an independent country, like Ukraine, like Armenia, Georgia. They're all separate countries. Ну вот Америка это как страна возможностей, дает шанс всем. Рискнули,
Приехали сюда. Здесь реальность оказалась немножко жестче, чем мы о себе ожидали. В том смысле, что нас здесь никто не ждал. Когда вот приехал в Америку, сразу заметил, что здесь полицейские свою работу по-другому делают. Как-то была сильная такая, яркая, вот, как-то отличие, да, против, вот, к чему я привык в Казахстане. Здесь как-то это было, отношение, наверное, к полиции было в то время, когда я приехал, было такое прям. А как раз это случилось после 11 сентября. Прямо они как герои ходили здесь. С Беларуси он был. Остановили машину они. И эти пацаны там внутри все с оружием были и расстреляли в упор. Шансов не было. Вот, то есть вот было на 83, на тот момент 24 года, да, получается, было. Вот так. Ну, то есть всякое, возможно, всякое. А почему на твоем... Ну, это как бы русскоязычный наш, свой. Погибает много ребят, но это как-то, не знаю, ближе. Ну что, самое главное не расслабляться, потому что тебя дома ждут. А есть страх? Дома ждут, это без страха никак. Если я скажу, что ничего не боюсь, это будет глупо и неправильно. Вот. Бояться надо. Без страха, знаешь, ты не будешь аккуратный. Будешь идти там бездумно на что-то. И можешь пострадать. Пострадаешь и ты, и пострадает твоя семья. В первую очередь я к любому, даже преступнику, я отношусь как к гражданину. У него есть точно такие же конституционные права. То есть то, что он что-то совершил, это не значит, что я имею право делать с ним все, что захочу. У него все равно права есть. И плюс силу применять я никогда не тороплюсь. Пытаюсь, конечно, договориться, что вот ты совершил это незаконно. Поэтому это не мое решение было подойти к тебе, это было твое решение нарушить закон. Тем самым мы должны отвечать, то есть мы тоже делаем свою работу. Метро – это тот же самый город, только подземный. Очень много времени в метро проводят, поэтому очень многие вещи случаются в метро. Пришел вызов по рации, что там женщина рожает на платформе. Я был на платформе как раз. Увидели ее на земле, а ребенок уже вот. Ничего особого по мне так, ну просто это сам факт приятен, что как бы, что мы там оказались вовремя. И что ребенок жив-здоров, мама жива-здорова. Осознание того, что это ты сейчас должен будешь принимать роды, и от твоих действий зависит жизнь будущего ребенка, вот это, конечно, было немножко страшно. Был случай такой. У меня сосед тут во дворе, Мухит Тутешев. И вот как-то я вот пришел к нему домой и вот видел, как он на работу собирается. Как он одевает кобуру такая через плечо. И он мне рассказывал, что чтобы быть полицейским, это все-таки призвание. И что люди не понимают этого, что не каждый, не все идут на эту работу, чтобы заработать денег. Многие идут на эту работу, потому что это призвание. Все идут на осознанный риск, выбирая эту работу. Каждый день, выходя на патруль, ты на 100% не уверен, как у тебя день пройдет. Вот. Ну вот с тех пор, наверное, и все-таки и решил быть полицейским. Но просто оно всему свое время.